Уважаемые студенты школы блогера, всем гигантский приветик! Меня зовут Вера Штукенция, и сегодня я вам расскажу, как вам набирать кучу просмотров за счет актуальных тем и всяких сиюминутных, популярных событий, которые, как мы говорим, в тренде. В тренде, то есть они прямо сейчас являются популярными. Вот. Я думаю, что многие из вас, когда продумывают какую-то тему для своего очередного видео, вам хочется попасть в волну, в струю, то есть быть актуальным, быть... Вы помните, кстати, да, что один из 10 основных принципов ютуберов — это актуальность. Нужно быть всегда, ну, если ты хочешь быть вот таким, скажем, да, популярным исполнителем, да, или популярным автором, то желательно быть в какой-то актуальной тематике. Так вот, где же брать эти темы, как понять, что сейчас актуально, как понять, какие сейчас есть тренды. Тренды — это вот, скажем так, что-то, что сейчас движется, что сейчас популярно, что сейчас актуально, что сейчас идет в какую-то сторону, тренд. Вот, тренд — это английское слово. Так вот, друзья, есть один очень эффективный инструмент, которым, к сожалению, практически никто не пользуется у нас в русскоязычном сегменте, потому что просто не знает, что это за инструмент и как им пользоваться. Ну что же, этот инструмент называется Google Trend. Google Trends, точнее. Ну или по-русски Google Тренды. Я вам оставлю ссылку на этот инструмент под видео. И сейчас объясню, что это такое и как им пользоваться. Это отличный инструмент, который позволяет вам понять, что прямо сейчас популярно в интернете, что прямо сейчас большое количество людей и как бы возрастающее количество людей ищет. То есть, если вы заступорились и сидите такие: блин, я не знаю, что мне снять видео, у меня каких-то нет идей, я хочу что-то такое вот горяченькое сделать, но у меня вот не понимаю, что, вы заходите в Google Trends. Я вам оставлю ссылку на русскоязычный сегмент, но если вы находитесь в любой другой стране, вы можете просто сверху выбрать другую страну и узнать, что в другой стране сейчас актуально. Там можно выбрать Worldwide, то есть полностью на весь мир. Можно выбрать Россию, можно выбрать любую другую страну. Так что вот. Допустим, вы выбираете Россию, и вам показывается списком за последние несколько дней, включая текущий период времени, что в тренде, то есть что большое или именно возрастающее количество людей ищет. Не просто вот что популярно всегда, а вот что прямо сейчас, скажем, все больше и большее количество людей ищет. Это означает, что это как бы растущий запрос, быстро растущий запрос. А раз это быстро растущий запрос, что это значит? Это значит, что если вы выпускаете видео на тему, связанную с этим быстро растущим запросом, значит, ваше видео может тоже попасть в эту струю. Конечно, чем раньше выпущено видео, ну, связанное с этим событием, тем оно больше наберет просмотров. Но все-таки, даже если вы выпускаете не самым первым, то вы тоже за счет рекомендованных видео можете набрать свое количество веса, если это видео будет интересным и хорошим. Соответственно, вы просто смотрите список основных тем. Темы — это не просто там одно слово, да, это бывает какое-то событие, какие-то новости туда включаются, какие-нибудь праздники, туда же включаются просто какие-то события, которые очень сейчас волнуют большое количество людей, там, не знаю, кто-нибудь с кем-нибудь поженился, или выпустили какой-нибудь фильм супер крутой, или игру, или произошло какое-то невероятное событие, там, я не знаю, пришельцы с Марса прилетели. В общем, вот это все в основном появляется в Google Trends. И как вы можете это использовать? Вы просто просматриваете, ну, я так тоже делаю, это не секрет, так многие делают ютуберы, когда хотят какую-то тему найти для себя. Просматриваете за последнее время вот какие-то горяченькие темы и думаете, что из этого вас цепляет. Потому что, понятное дело, мы не за всеми новостями успеваем следить. И бывает, что-то ты видишь, типа: о, нифига себе, в тренде там какой-нибудь актер. Почему? А он, например, я не знаю, выиграл $1 миллион или получил Оскар или что-то еще. И ты смотришь, что это в тренде, сейчас это люди ищут, смотрят, их эта тематика интересует. И ты как ютубер думаешь: ну нифига себе, это, оказывается, мой любимый актер, а он сейчас получил Оскара, или там, я не знаю, что-нибудь еще с ним произошло. Почему бы мне не сделать на это какое-нибудь творческое видео, не обыграть эту новость каким-то образом, то есть чтобы было в тематике моего канала, но заодно захватить этот трендовый, или, как говорят модные люди, трендовый запрос.
Соответственно, вы берете этот запрос и снимаете видео, так или иначе касающееся этого актера, этого события или фильма, или что-то еще, и в названии тоже вставляете эту тему, скажем, в тегах прописываете эту тему, и ваше видео попадает в эту струю. Конечно, особо умные ютуберы сейчас скажут: ну, штукенция, чтобы захватить максимальное количество просмотров, желательно выпустить видео немножечко до события, то есть не тогда, когда это событие уже попало в тренды, да, а до того, как оно только собирается попасть в тренды, и это оптимально, друзья. Это лучшее, что вы можете сделать с точки зрения продвижения просмотров. Привожу пример. Ну, допустим, скоро 1 сентября. И если вы зайдете в Google тренды, допустим, там 31 августа, то вы увидите, что 1 сентября попадает в тренды. Ну, где-то там, допустим, 30 августа или 29. 1 сентября попадает в тренды. Вы это увидели, и вы понимаете: нифига себе, 1 сентября в трендах, снимут что-нибудь про 1 сентября. То есть вы как бы 31 августа выпускаете видео про 1 сентября, и вроде бы оно в тему, да. Но если бы вы догадались, что 1 сентября будет в трендах 2 недели назад, допустим, 15 августа, вы такие чешете голову и думаете: скоро же 1 сентября, уже пора выпустить какое-нибудь видео, связанное с 1 сентября. Ну, потому что вот там все будут это искать, все будут это смотреть, какие купить ручки к 1 сентября, тетрадки, какой у меня портфель, вообще, что я думаю про 1 сентября и прочее, прочее. И вы выпускаете ваше видео за 2 недели до 1 сентября. Это означает, когда 1 сентября станет в тренде, то есть ближе к 1 сентября, ваше видео уже будет готово и уже будет иметь определенный вес. Соответственно, его будут смотреть максимальное количество пользователей по этому запросу. Ну, если ваше видео было хорошим и все такое, у него длина просмотра большая и прочее. Так вот, теперь вы понимаете, наверное, как действуют тренды. Тренды показывают то, что уже попало в тренд. То есть, как бы, немножко, конечно, поздновато. Но, тем не менее, не все события можно предсказать, как вы понимаете. 1 сентября мы с вами можем предсказать, но вдруг произойдет что-то, что вы не можете предсказать, и это только попадет в тренды. И вы это в трендах увидите, что, о, надо же, нифига себе, столько народу это ищет. И тогда ваше видео будет очень сильно актуально. Ну что ж, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, этот урок вам поможет выпускать более актуальные видео. Ну и, конечно, вдохновит вас на что-нибудь новенькое. Друзья, до скорых встреч, и не забывайте предлагать ваши классные, горячие видео в нашей группе ВКонтакте. Школа блогера ждет вас. До скорых встреч, всем покусики!